Начальник СОЭС Тимур Джинджоли доложил, что в ходе проверки частных домов на улицах Титова и Арцах были найдены подключения без необходимых разрешительных документов по техническим условиям отпуска электроэнергии, а также не установлены приборы учета расхода. Мы промониторили две улицы, это значит улица Титова и улица Арцах, где были найдены люди, которые подключились без технических условий. Кто-то имел технические условия, но не имел приборы учета. В общем, все эти акты выписаны, находятся у Энергосбыта. Вся база данных по оплате, приборам учета, техническим условиям предоставления электроэнергии находится у Энергосбыта Черноморэнерго. Проверяющие группы берут с собой распечатку информации по данной улице и на ее основании проводят инспекцию. Глава города Беслан-Эш попросил усилить работу по выявлению трехфазного подключения, так как это первый признак того, что, возможно, в доме стоят майнинг-аппараты. Если мы видим, что три фазы заходит, приглашаете или смотрите по базе, есть у него разрешение или нет, зовете владельца, объясняете, проводите работу, может он самостоятельно сможет отключиться, я не знаю, как и подключился. Если нет, значит надо как-то эту ситуацию решать на месте. Навстречу можно пойти тогда, когда какое-то производство стоит, когда правильно объект работает, он подключен трехфазой, он ждет, там Черноморэнерго что-то еще там дорабатывает какие-то вещи. А там, где нет мощностей и нельзя, и нет тех условий, что там делать трем фазам. Начальник СОЭС заметил, что на сегодняшний день практически никому не выдается разрешение на подключение трех фаз. Мы сейчас говорим о обычной бытовой трехфазке, то от этого я отказался, на сегодняшний день не выдаю, во всяком случае, справку, ограниченно очень выдаю, так скажем. Почему, тоже скажу. Когда у человека появляются три фазы в доме, они загружены, это возможность для подключения сегодняшних майнингов. Это все соразмерно к площади дома. Понимаем, что на 200-300 квадратов одной фазы не хватает. Если у человека обычный стандартный дом 80-100 квадратов, то одной фазы вполне. Мэр также поручил замглаве администрации Автандилу Сурманидзе провести дополнительные встречи с руководителями домоуправления. Еще раз напомнить им о персональной ответственности за невыявленные на их участках криптофермы. Если после этого милиция выявит там, где они прошлись, что-то объявится, значит они будут нести персональную ответственность. Еще раз повторяю об этом. Беслан-Эш отметил, что президент поручил выяснить состояние безопасности подстанций по городу Сухум, насколько они защищены от постороннего проникновения во избежание несчастных случаев. Глава администрации поручил в 2-недельный срок подготовить предложение по установке системы видеонаблюдения на подстанциях. Минимум на станции на одной от 3 до 4 дверей, то есть мест таких, через которые можно было бы попасть. То есть нам надо понимать, там, наверное, по каждому надо посмотреть. Ты же не будешь на одной станции 3-4 камеры ставить по всем дверям. Да, может сигнализация просто обойтись. Электроника, когда срабатывает, попадает на пульт. И вот эту систему надо тоже продумать. Постарайтесь там недели-две взять на все про все. Доступ людей, чтобы туда был ограничен. Только тех, которые имеют на это право, полномочия и доступы. Мэр просил промониторить, есть ли нарушения эксплуатации на частных подстанциях, собственниками которых являются юридические фирмы и физические лица. Элана Какаля, Амра Амич, Давид Авицпа, пресс-служба администрации города Сухум.